что, братва, всем привет! Сегодня у нас 7 мая, ребята. Второй выход по налиму. Первый выход я делал еще в апреле. Только-только начала подниматься вода. Ну, вода была, конечно, очень большая. Ничего у меня не получилось. Ни одной поклевки я не видел. Правда, был внизу, на одной из своих точек. Вот сегодня, ребята, хочу подняться вверх. Прошел паводок, вода начала хорошенько падать. Ну и сегодня, ребята, погода такая выдалась, солнечно. Плюс 5 всего, правда, но без дождя. По прогнозу, все остальные дни дождь, снег. Короче, вплоть до 11 числа. В общем, все майские праздники ни о чем. И вот такой прогальчик, блин, думаю, или не сегодня, тогда вообще никогда. Потому что там погода вообще не погода. Вчера выпало снега кучу, сегодня он растаял. Ну, короче, как-то так. В общем, загрузился, ребят, по полной. Хочу подняться на одну из точек. Тут, правда, не знаю, ребят, в каком состоянии. Сколько там получится забросить донок. Будет вообще там и так не будет. Короче, не знаю. Все, отхожу от деревни. Взял все, ребята. Печку, пилу взял, топор, раскладушку взял, снегиря. Правда, это зимний вариант, но там как трава, короче, посмотрим. Даже взял брикеты, ребята, 2 пачки, потому что мало ли будет проблема с дровами, нам хватит. В общем, как-то так, ребят. Ну что, не знаю. 12 шаг. Я еще по нагрузке его не пробовал. Посмотрим, выйдем на глиссер, не выйдем. Ну, на глиссер-то точно выйдем, просто посмотрим, как пойдем. В общем, ребят, все, погнали. 2 часа дня. До точки порядком 20 километров по воде, так что полетели.
Уху! Да. Ребятки. Борода. Что я могу сказать? Капитальная причем. Ни хрена затопило-то, а. Я думал, блин, уже нормал будет. Хрен там. Вот обычно берег-то. Тут я палатку ставлю. А здесь у меня костер. Да ну нафиг. Как так-то, а? Наверное, многие узнали, ребята, мою поляну. Часто здесь балдею, именно по половою. Но, видать, в этом году очень сильно затопило. Обычно здесь палатка, здесь костровище. И вот так до ночки. Здесь поворот. Хороший, видите, такой приямок здесь крутит. Да. Что делать? Воробью говорит, Х приделать, да? Да. Просачок, просак. Блин, я еще так думаю, рано не поеду. Дойду спокойно. Кстати, на 12-м шаге, ребят, спокойно. Чуть больше с полгаза, километров 30 ползет вверх по течению. Нормально. Просто многие писали, грузовой тебе нужен, Андрюха. Зачем взял скоростной? Тут от лодки, ребят, зависит. Лодка ходкая очень. ПМД, она идет. Это не ПВХ. Короче, братцы, что у меня? Два путя. Первый, конечно, собраться и уехать домой. Не встречать завтрашний дождь, который начнется в 6 утра со снегом. Или идти на малую реку. Но это надо будет спуститься полностью до деревни, практически. 20 километров обратно. Ну, в принципе, сюда поднимался, не знаю сколько. Полчаса, может, минут 25. Ну, обратно за 20 долечу. Ну, полчаса, да, обратно за 20. И вверх по течению. Потому что малая река, она падает, она хорошо упала. Там, скорее всего, мы найдем место, но не факт, что там будет рыбалка, потому что что-то последние года вообще там плохо. Мелкий налим бывает, клюет. Ну, блин, здесь, ребята, ну куда? 3-4 донки максимум. Ну и то будет стаскивать. Короче, там 3 донки. С 3 донками стоять такое себе. Место здесь хорошее. Место здесь хорошее по налиму. Да, даже трицегузка говорит, давай топай. Короче, что, пойдем вниз, ребята. Как минимум заскочим на малую реку, там покатаемся. Если что, найдем. Что, дрова не надо искать. Печка у нас будет, соответственно, как бы нормально. На крайняк уже так. А если что, возвращаемся домой. Ничего не поделать. Надо ждать, пока пойдет вода. А падать здесь еще порядком, блин, до хрена. В общем, все. На всех парах пру вниз. А там поглядим, что делать. Ничего не...
Интересно. Девки пляшут. 4 штуки в ряд. Что, друзья, я спустился. Но я не дошел до деревни, не зашел в малую реку. Я остановился на повороте, на обрыве. И мне очень все нравится. Что-то мне не лежит душа, ребята, на малую речку. Все-таки охота порыбачить здесь. И вот здесь затишок, ребят, смотрите, и вода дает, именно дает поставить доночки. В районе 10 штучек. Вот туда я встал, там ребята на моторе стоят. В общем, здесь, ребят, смотрите, можно поставить. Тут была вода, ребят, смотрите, видите? Вот. Она буквально еще на днях здесь была. Но она ушла, и обрыв открылся. Я часто проезжал здесь и наблюдал на эту будку. Она стоит недавно здесь. Кто-то ее построил, кстати. Респект, кто ее сделал. Молодцы. Здесь проходит дорога. Можно заехать. Ну, видать, завезли какой-то хлам. Что-то разбирали. Смотрите, сколько, ребят, дров. Не знаю, в этом году это привезли, не в этом. Ну, как минимум, здесь очень много досок сложено еще. И вот сделана такая будка, такой навес. Написано не ломать. Блин, респектую, когда вот какие-то такие постройки. Это не для охоты, а так в целом здесь хорошая рыбалка по фидеру, но она здесь недолго. Потом здесь мелеет, и здесь открывается жесткий перекат. Здесь не пройти даже на моторе бывает. В общем, в мае вот здесь, мне кажется, народ здесь будет. Так как дорога вот проходит, ребят, видите? И можно заехать. Да ну а что нет-то, кайфанем, ребят. Немножко возьмем дров. Я думаю, не ругаться не будут. Их очень много. И в целом, наверное, ребят, просто не будем не будем там ставить стандартный лагерь, палатки, печки. Просто закайфуем возле костра. Если будет дождь, можно вот укрыться в этом вагончике, балаганчике. Печки здесь, правда, нету, но я думаю, не замерзнем с костром хорошим. А так, стол здесь он есть. Можно даже что-то приготовить и там покушать. Блин, как круто. И вот затишок мне нравится, ребят. Видите? Понятно, сделано здесь очень жестко. А чё бы нет? Мы здесь на этом обрыве частенько рыбачили. Частенько сюда на велосипедах приезжали. Так что я здесь, ребят. Кто со мной, давайте. Все, базируюсь. Базируюсь. Да, здесь грязно, конечно. Вот, ну. Донки здесь покидаем, ребят. Пушка. И недалеко от дома. Завтра спокойно с утра до снега, до снегопада рванем домой. Сэкономим брикеты, сэкономим топливо, но я уже не сэкономил. 40 километров почти маханул. Ну ничего, время есть, ребят. Класс. Погнали. Блин, думаю, тормозну. В канал зашел, думаю, блин. Нет, душа лежит, ребят. Когда душа лежит у меня, тогда это прям круто. Где-то вот здесь, ребят, на травке. А? На зелененькой. На свеженькой уже, а? Вчера здесь снег был. Ништяк, ништяк. Ништяк, ништяк. Та-ра-та-та. Та-ра-ра. Кухонку возьмем. Так, тут газ у нас, шмаз. Ну ладно, пока здесь. Ракеты нам не нужны.
Нет, ребята, еще дрова плывут. Ну что, река практически вся в лесу. И вот весной дров намывает. Местами потом на пляжи закидывает. Потом пилим, рыбаки пилят. А так многие деревни вот именно весной сидят и ждут на берегах. Потом ходят, достают крюками, цепляют и их на берег вытаскивают дрова. Потом летом все деревни пилят и вывозят. Как-то оно так. Это всю жизнь такое было. Дрова дорогие, все равно. Хоть и в лесу живем, а почему-то денег стоит. Как не в себя. Решил, ребята, я там не базироваться. Здесь тоже костровище есть. Обычно вот здесь и стан-то и был. И здесь трава такая чистенькая. Мне больше здесь нравится. Там что-то как-то... Так. Ладно. Прокатил я вас, конечно, ребят, чуть-чуть на моторе, но... Блин, я не ожидал. Не ожидал, что вот этот остров, пупок мой, так будет затоплен. Ай. Ну, что не делается, как говорится, все к лучшему. Давайте будем. Благо вот мотор 9.9, как бы. Вот была бы пятерка, я вот ходил уже на пятерке одно время. Ну все, я бы подымался, конечно, в 2 раза дольше, 2 раза в 3. И все, пиши пропало. А здесь, конечно, мобильность. Вот там приехал, занято, или, допустим, вот что-то не понравилось, или вот как сейчас, ну, нет рыбалки там, правильно? Взял, маханул и все. Всегда запас бензина у меня в баке. Всегда доливаю, всегда стараюсь, как бы, чтоб, ну, на какие-то случаи было. Что зимой, что летом, всегда. Неважно. И не тебе понадобится, может кому-то надо ливануть там. Ну, в общем, как-то так. Блин, здесь, ребята, аж стоит, аж круто. Вообще можно даже лечь попаться. Хотя навряд ли, рано еще. Май месяц, начало. Давайте за новое место. А вдруг повезет здесь. Звоночек услышим. Нам главное открыть звоночек, а остальное все это мелочь. Так, время 4 часа. Выставим сначала донышки. Лагерь ставить не надо, дрова вон готовые. 10 штучек, наверное, поставлю. Посмотрим. Донки перебрал. Все поводочки где-то новые, где-то что-то. В общем, все у меня заряжено. Блин, солнышко сегодня. Завтра опять снег будет. Зараза.
Ну все, ребята, закончил с расстановкой. 9 штучек получилось у меня. Вот вплоть так по обрыву. Крайняя у меня вот там, в кустах. Вот она. И поперла. Я часто набросал. Вот они, ребят, стоят. Красоточки. Ну, здесь прикольно. Крайнюю я начал 10 метров, потом 11, 12. В общем, увеличился и вот сюда дошел до 16 метров. Практически штиль, ребят, на реке. Шикарно. Здесь рядышком деревня уже. Крайние дома виднеются. Но это не моя деревня. Это деревня стоит. Точнее, не деревня, это даже село. Вот. На данной реке, ребят, протяженность каждые 20 километров примерно какое-то поселение. Вот этот балаган стоит. Дров, конечно, много. Вообще, молодцы, привезли. Шикарно. Ну, попробую, что. Как говорится, выбирать не приходится. Хотел на своей точке постоять, но сами видите, вода не дала. А так шикарно. На той стороне пляж. Он весь затопленный, скоро будет выходить, вода будет падать. С него уже можно будет тоже пробовать фидером. Такие дела. Да, дров нормально. Река уже сколько идет, какую неделю, вторую уже, а до сих пор, ребята, вот такие баланы плывут с корнями прям цельные. Вот это опасно очень на ПВХ, кто ходит, особенно в темное время суток. Вот на такой корень напоришься, там все, на нем и повиснешь, мне кажется. Вон сюда заходи. Мужички заезжали, охотнички. Угостили уткой, ребята. Короче, поехал на рыбалку, а уже с мясом. Угостили удочек. На, говорит, Андрюха. Ну, так постоянно. Кто удочкой, кто чем. Так же и я, как бы, если рыбка есть, всегда без проблем. Так и должно быть. Не надо. Ну, не надо вот этот ресурс вбивать в деньги, мне кажется. Тогда будет все хорошо.
Такие дела. Ну, ребята, смотрите. Черочки. 4 штучки. Нормальный шулемчик можно сделать. Шурпу почистить. Ай, не знаю. Кстати, многие вот палят, говорят, что ну, это же дичь, весь цимус вкуснятина в шкуре. Ну, я, ребят, наблюдал червей в утке, такие, как опарыши белые. Соответственно, как бы, ну его нафиг. Лучше снять шкуру, мне кажется, спокойно. И уже удостовериться, что там под шкурой ничего нету, и уже нормально, как бы, этот. Так что вот такие дела. В каком-то году, когда я еще был пацаном, не помню, мужичок знакомый у меня окольцованную добыл. Здесь было кольцо Made in Canada, что-то такое. Ну, в общем, это специально делаю так, чтобы просматривать, как мигрирует утка, насколько и куда. Ну, в общем, кто добывает, нужно доложить, сообщить, в общем, где добыто, какой день, там, 5-10. Ну, в общем, какая-то информация. В общем, эта утка была в Америке, я так понимаю, что ли. Что-то типа такого. Такие дела. Ладно, погнали, перебросим. Так, еще одна готова. Опа. Полетели. Опа. Так. Прям дальше. Все хорошо. Добавил свеженького. Ну, теперь только, ребята, остается звоночек ждать. Все благоволит к этому, так скажем. И погода, и в принципе с доночками мне все нравится. Ни одного зацепа, травы практически вообще нету. Шик. Шик и блеск. Ну, будем ждать звоночек, ребят. Самый выход начинается. Должен звякнуть, а?
Утки погнали. Летают, кружат. Так, что-то перекусить, ребят, захотелось. Что у нас тут есть? Недавно Пасха была, яйца. Яички. Наверное. Шаньку съем, наверное, ребят. Вот колбаска. Все по уму. Пачковые супы. Прикольная тема, кстати, вот холодно. Заварил и поел вроде, и попил. В общем, нормально, ребят. Сейчас по яйцу ударим. Так особо неохота, так. Как будто надо. Красота, ребята. Такая тишина. Косачи такуют недалеко. Тут на картах. Косача далеко слышно. Его можно определить спокойно. А вот с глухарем не так уж все просто. Слышно деревню? Мотобайки жужжат. Ну ничего, вечером они сейчас подуспокоятся. Будет спокойно, тихо. Ну, как слышно. Косачки поют, да. Кстати, многие, может, не знают, косачи-то и вечером тоже такуют. Все думают, что не только утром, как правило. Но они еще и вечером тоже. Сегодня хорошая погода, солнце, и вот они вечером расстыковались. Ну, вчерашний снег, наверное, всех удивил, не только людей, но и птиц тоже. А эти песни, они еще до конца мая будут. Но очень интересно, конечно, наблюдать за ними. Да, вон там на карте. Прохладненько стало. Солнце садится. Вот так доски поперек ложу. Вон посередине прогорает. Два конца и в костер. Не надо их тут пилить, рубить ничем. Ну что, давай. Налимяшка-то должен выходить. 9 час, друзья. 20:18 по Москве. Молчат, зараза. Колокола-то. Ну, в общем, тряхану я, пройдусь. В принципе, все нормально. Травы нету. Вся тяга там идет и протягивает. Проходит здесь затишок.
тряхану и что? Ждать будем что? Костер полить. Сейчас потемнеет через полчаса уже. Соответственно, пока еще светло, воспользуюсь. Здесь аккуратно, здесь подмывает обрыв. Можно уйти, блин. Похолодало существенно. Там лужа. Уток, походу, немерено. Ну, пока тишина, ребят. Ладно. Тряханем. Тишина, ребята. 9:30. 9:30 у нас. Ну, в принципе, наверное, больше не потемнеет, может, чуть-чуть. Все-таки май уже, скоро белые ночи начнутся. Блин, вообще тишина. Как так-то, а? Опять проигрываем, короче. Зараза, блин, а. Блин, ну тут сколько раз рыбачили, ну, мелкий налим всегда здесь был. А тут вообще тихо. Сейчас самый такой пик. И никак. Ни хахо. Сейчас вот думаю, надо было на другую речку заезжать. Хотя здесь кайфово. Дрова. Посмотрим, что. Почитаю что-нибудь. Интернет есть. Люблю что-нибудь читать. Еще какие-то корни, блин, зацепились. Так, тут все норм.
такой тревожный звоночек был, ребята. Думал, все, есть. А что-то сижу тут. Забалдел так. С Пашкой разговаривал, с Москвы. Братуха, привет тебе огромный. Вот. И что-то брык. Не понял, думаю. Ну, пойду посмотрю. Нет, скорее всего, так. Обычно жесткие, там 3-4 такие звонка. Но когда крупный садится, такой более-менее, он без перестана бьет. А мелкий бывает, он дрык. Раз, послышалось. Ага, и вот надо идти посмотреть. И вот идешь, смотришь, ага, одна качается. Значит на нее. Так охота, ребят, поклевки просто вообще вы не представляете. Ну, не хочет или не хотит, как правильно, не знаю. Все замерзает. Все замерзает. Чувствуется мороз. Блин, а. Ну а так затишок такой интересный, конечно. Мне понравился, но, блин, почему-то никак. Что-то не то. Что-то не то, блин. Мелкие налимы-то бывало не дают скучать. Все равно подзынкивают. А тут время-то уже 23:04, 12 час, а вот так я и не распечатал. Блин, рано что ли еще или что? Какое рано? Не то пальто. Ну да ладно, досидим до утра, будет рассветать. Собираемся и валим. Как бы, что тут? Все равно будем искать, ребята. Будем искать его. Найдем. Ну просто, блин, вода большеватая еще, конечно. Точек нету, куда можно съездить. Вот. Вот доверху сгонял. Это получается одна из самых крайних у меня точек, куда вот сегодня мы поднимались. И она затоплена, а ниже еще ничего нету. Надо ждать. Но вода падает. Скорее всего, там впереди праздники. Что-нибудь, может, придумаем. Лариса Юрьевна давно надо вывести, ребята. Она же у меня фартовая. Вот почему не клюет. Я когда с ней езжу, мне всегда какой-нибудь бонус прилетает. Не знаю почему, но вот сколько раз с ней не ездим. То леща какого-нибудь здорового поймаем, то тогда осетрина на фидер. Щуку мы крупную на жарицу доставали. В общем, налимов помню. Блин, ну с ней всегда что-то интересное. Не знаю почему. Вроде в большей степени наоборот едешь отдыхать, как бы с супругой, с дочкой. Там готовочки какие-нибудь, там вкусняшки готовим, там карты играем, летом купаемся. И что-то все равно бывает прилетает. Ну что, ранняя весна, что никого еще нету на реке. Но в группах отчеты под Сыктывкаром уже налимы ловили. У нас здесь еще местные деревенские никто не ездил, никто ничего не хвастался, не показывал. Ну, в общем, еще только-только вот. Надо, скорее всего, перебазироваться ближе к костерку, ребята. Что-то все равно поддувает немножко. Как-то оно так. Блин, одну поклевочку вы увидите. Больше и не надо. Ну, понять вообще, есть смысл сейчас двигаться или нету. Что за хрень-то вообще? Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь.
Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Ну что, ребятки, доброе холодное весеннее утро. 8 мая. Время не помню сколько уже. Ну, в общем, смотрите, уже расцветает. Перекантовался я возле костра. Даже мне кажется, что я выключился на секунду, на минут 10. Бац. Как будто бы на минут 10, наверное, я был во сне. Заварил, ребята, горячую кружку. Блин, уважаю эту тему. Есть гороховая, а есть рисовая, в общем. А с сухариками такая вообще тема. Гороховая, прям пушка. Рекомендую, ребята, взять как кофе. Вот сейчас прям она что нужно. Ну, в общем, заветного, ребята, дзин, дзинь, сынь, цунь, чань, вань я не услышал. 2:45. Ну да, я сказал, в 2:30 начнет. В 3 будет уже великолепно. Да, в принципе, сейчас уже можно на моторе выходить. 2 часа. Ну, от вчерашнего вечернего красивого ясного заката не осталось и ни следочка. Все затянуто. Косач, кстати, не поет. Вчера вечером пошипел под солнышко. Сегодня похода плохая и не собираются они. Тоже чувствуют. В общем, до апокалипсиса, ребята, осталось 3 часа. За это время надо мне собраться, спуститься и добраться до дома. Блин, вот как-то так сезон начинается. Пока не распечатываемся никак. Ну, что поделать. Опять сейчас скажешь, да рыбы у тебя тут нету. Никодим ездит, ребята, искать надо его. Искать, ну вот видите, как получилось. Никогда, кстати, не надо загадывать. Вот как у меня получилось. На уверенном так. Потому что все может поменяться. Видите, как и с погодой, и с местом, вообще в целом. А зато и люблю эту рыбалку, что никогда не бывает одинаково. Ну,
На шквалистом ветре, ребята, здесь поле. Укрытия никакого, грубо говоря. Возле костерка. Вспомнил вот эту молодость, знаете, ребята. Вот эти лежания на холодной земле. Отпускание почек, так скажем. Вот этот кимар, и тебе холодно становится, и ты ползешь к костру. Потом весь черный, пахнешь копченый. Короче, вот это у нас такая молодость была, ребята. Вот лично у меня, я помню вот это, сейчас прям вспомнил, прям. И вот холодно, знаете, и вот. Я прям вспомнил. Ну, привык, ребят, уже к палатке. Сейчас бы просто я видел бы уже пятый сон. Птицы, видите, начали петь уже. Ну, специально не поставил, потому что я бы знал, что я буду спать. Да, я бы досидел до часу, до 12, понятно, без поклевок. И я просто бы завалился. Ну, не хочу мокнуть, и надо валить. Да, как вкусный. Или мне так кажется. Ну, прям он сегодня прям душевный и согревающий. И прям, и как будто бы и кушать тоже что-то охота. Ладно, собираемся, ребят, и в принципе тут пару сумок собрать и на хода. Как-то так. Сейчас, друзья, самое неприятное — это сматывать донки, когда холодно. Особенно по осени. Вспоминается это все дело. Ну, пучки все на месте. Все на месте. Оп. Ну все, ребят, покидал я. Все, собрал. Утеечки. Парни угостили. Ладно, думаю, что. Кстати, напишите, ребята, какой-нибудь офигенный рецепт. Кто как готовит уток. Понятно, что там жарить. Что-то еще запекают, грудки там. Ну, может, кто-то какие-то изыски знает. Приготовил в казанчике. Сделаю. Ну, а так. Все. Ну что, давай, мой друг вороной.
Как-то так, ребята. Да, вот погодка. 8 мая. Да, если бы я остался с палаточкой, ребята, я бы попал просто в страшную систему. Было бы, ой, как неприятно.